Друзья, здравствуйте. Не знаю, слышно или слышно. У нас были проблемы с микрофоном, и мы начали другой прямой эфир, но мы будем продолжать его. Я просто жду, когда кто-то появится, что-то напишет. Я думаю, что нас сейчас найдут. Мы говорили о слове «свобода» на эрзянском. Это предыдущее видео, посмотрите, пожалуйста. А мы будем говорить дальше. Рано или поздно вы найдете это видео. Я вижу, что запись идет. Дальше мы будем говорить вот о чем. Там еще один разговор есть, но мы, чтобы не терять время, в прошлом году, в октябре месяце, много эрзян было, больше, почти 20 эрзян были практически ночью, рано утром службой российской забраны из дома и привезены туда, к ним, в служебное помещение, и их допрашивали почти сутки. То есть это я говорю про ФСБ. Тогда было открыто криминальное дело, оно было против создания якобы террористической организации. Речь шла о Киргиюре, о проэрзянский, ну, как бы власть, не власть, но что-то, структура какая-то. Она существует давно, вы помните Инязора Пиргужа, то есть вы помните старейшин, Атянезем. Мы просто привели это немного в состояние более организованное. И вот тогда было около 17 эрзян допрошено, и они имели статус свидетелей. В этом году, после Нового года, начались опять допросы, и теперь часть из них, а в частности Нуян Видяз, имеют статус подозреваемых. Я все на русском скажу, потом я повторю на эрзянском. Ну, это просто эрзянская интеллигенция. Это люди, у которых, и не только интеллигенция, это люди, у которых нет никакой вины. Вся вина их в том, что они любят свой народ, где-то пишут свое мнение, не боятся высказать его в тех же Одноклассниках, ВКонтакте, в Фейсбуке, я не знаю где. То есть как составлялся этот список, мы не очень представляем, но вот такой есть. Но их обвиняют в том, что они якобы хотят вот развалить Россию. Такая большая, здоровая Россия, такая могучая, там, и она обвиняет Нуян Видяза, которому исполнилось 90 лет, вот в марте, месяце 30 марта 90 лет исполнилось, и вот он якобы там угрожает будущему Российской Федерации. О чем? Это как бы, с другой стороны, если так признаться, вот как эрзянином я скажу, что, вот смотрите, когда эрзян приглашали вместе с Макшанами в Федерацию, ну, что обещали? Обещали, что, во-первых, ну, там будет свой президент Мордовии, что будет суверенитет Мордовии, что будет, главное, о чем я хочу сказать, что будет язык эрзянский государственным. И по Конституции и эрзянский, и макшанский языки государственные. Но потихоньку изучение эрзянского языка, обучение эрзянскому языку свелось практически до 1-2 раз в неделю. Тут согласитесь, что невозможно выучить язык за 1-2 раза в неделю. Недавно было такое сборище, там Мордовский съезд, и там выступал Тултаев, он так бегал глазами, ну, привык лгать, постоянно врать там. И вот его спросили про язык, видимо, он отвечал, что да, вот сейчас вот очень много людей, и маленьких, и больших, интересуются эрзянским языком, макшанским языком, вот, и надо вот, чтобы они вот удовлетворить это их желание, надо сделать какое-то приложение на смартфон, на телефон, чтобы глаз нельзя было оторвать. Ну, это откровенное вранье, потому что, ну неправда, это лукавство. Для того, чтобы язык знали, необходимо этот язык изучать в школе. Просто верните этот язык из вариативной части учебной программы в обязательную часть учебной программы, чтобы детям давали хотя бы 4-5 раз язык этот эрзянский, макшанский, и они будут его знать. Сделайте журналы на эрзянском, интересно, ну, журналы на эрзянском есть. Сделайте газету на эрзянском, у нас есть Сятко, интересно, что есть Чилисена, я давно не видел, могу ошибиться, думаю, что он еще есть. У нас есть Эрзянь Правда, например, но читать там не о чем практически. Есть новости на эрзянском, но я думаю, что даже те, кто читает эти новости, не понимают, о чем он говорит. Это, как мне говорили эрзяне, на слух это не воспринимается. То есть проблема.
И эрзяне обращались к правительству Мордовии, к власти, там тогда еще был Волков, откройте одну гимназию в Саранске, откройте гимназию, чтобы научить там, подготовить людей, которые говорят на эрзянском. Сегодня даже учителя эрзянского, они все говорят на эрзянском. Как они учат детей? Ну тогда тот самый Тултаев сказал нам, что да нет, у нас тут все нормально, кружки изучаются, все супер-пупер. На самом деле это неправда. За последние 10 лет эрзян стало на 200 тысяч меньше, написали себе эрзяне. И понятно настроение людей, которые хотели бы что-то изменить, сохранить свой язык. Понятно, что они выражают недовольство. Но разве это преступление выражать свое недовольство? Но Ян Видяс пишет хорошие и публицистику, и рассказы, и книги у него очень интересные. У меня есть несколько его книг. Я понимаю, что я, наверное, прошу невозможного, но суд будет на этой неделе. Мы напишем, где он будет. Ну, придите хотя бы постоять. Я понимаю, что страшно, да? Но просто показать людям, в частности, Ян Видясу, что он не один, что вам не все равно. Он не виноват, он не террорист. Я просто боюсь, что он человек в возрасте, он уважаемый человек. Будет жалко, если он будет смотреть, и никого из эрзян близко не будет. Это не митинг, не что. Просто придите посмотреть, и чтобы он увидел, что есть люди, которые пришли и то есть они выражают свою солидарность. Я не Видяс террорист. Я не знаю, что еще придумать, кроме этого. Я сейчас скажу это все на эрзянском. Ялгат Телян шкасясаты кортатано сексмон курук стоит неса мейлтедин. Я душка скадаю, мон там те одиде адонти. Кенедано. Мейлте сёксня, мелят сёксня ФСБ сайс аламуда комс эрзят, сайс кудостост, пижевение, узкий сараношоу, то со кекснесесест, телачи, нельги здесь, то со арси машина, телефонов вместе, кинем веляуто, кинем здесь веляуто. А она тедиде одо кармаст тердеме то узкому то сараношоу, нет веселоматня, кунатати нусксис, сын ульнести статусост, не идти аван, это седмица не идти, свидетелек. Ансяк мельтиш кастунт, минимаринек, зняра эйстест, кармаст, чумов то зломанек, чумов терроризма. Юткост, Ян Видяс. Ян Видязнен, изюркован полангементе чистен, то под вексингемении. Кодам сон террорист. Те ансяк интеллигенты, сон сёрмадыйца, сон сёрмадей, публицист. Нет веселоматня, те ансяк ломать понад эстпели йол тамо, эсмели стейс раскетин. Сней, траски сьоми, минек кодамелен с манimiz, жардот вана те терц Российской Федерации, все стал так что президентом Мордовии карми Тиринкелес карми Кирги Келекс, государственный Келекс, карми суверенитетом, мизяк идея скадова, келес кака, келентинка катонал, весь кавис таргостон, тя келентон автома, а уличкова ткосуя истая катонал. Улнишка жардомин пшкалинек, вона гимназия панжовой, кейки эрзян кельцек аноксам ломать, тон автом сломать, понад карми терза кортам вадрак. Все остальные мерста, аэриали, Тултаев мерсминек песе вадрасто, Тултаев кортамсто, вона ульнис аумок те промк, съездать, мордан съездать, то, что он за коня кейпси, куда тевтник келен парту, а сон кармас сельмен за тей то учинить, кармас манчиме келя весе вадрасто, не вона ламо ломать башить содамо келен, тирин келен, мне келе приложение, но нам с тако дамо, то, что телефон, подана приложение эря велял томс, эрзян келен школа от них, то нам то келен тин школа от них, и там ара. Гимназия, мордватняк пижнесть, кодамин карматано, тоналтому, араст валтасатить, араст тоналтитят. Я повторю, я это на русском не говорил. Когда мы говорили про гимназию, нам говорили, как же мы будем учить, слов не хватает, учебников нет. Точно так говорили в Украине в 90-х. Как же будете на украинском учить физику, астрономию? Сегодня про это никто не вспоминает. Все слова есть. Также и в эрзянском языке.
Минек чисто кортас минек вал тасатыт терзян келсен, тонал тытя тасатыт, тонал тома кинега тасатыт. Тем весе Мария Украина, что зядо ушость Украина, что тонал тома. Валдувал. Анчак течи сам проблема, куда мы актисе арась. Текст вана титаргустун кормить вана судос, козон течи терди завулянчак, ну я не езду, не сюда то, ну я не езду. Монтерга, нельзя, мон судан тестака, ломани спели, кирдивейс, а судат нези учем спельденза. Анчак, моль тоже. Не увиди тонче не пломатне. Парек зардо, ну я не езду, не сазо. Так куда мой эдзент, вейки кауту колму, конасась, ваксузонзо. Сона чуму, сона воль террорист, сона воль, подайте, предатель, да, сон сёрмадей, сон публицист, сон превей, эрзянь атя, сон улнес эрзянь мастер кулялопен, а улянсяк юроутытяк, редакторов скар. А эрейт плакат, нельзя эрейт, моль тузунь, ансяк неем с ломанин, невтем сонезо, сонась камонзо. Ну и там учил стерда. Те аволь тагонезе там, сезем с чавом с пултам, те невтем сломанентем, сонась камонзо, ансяк тень. Ну, мы почти, нет, мы немного затянули время, но я хочу сказать об одном проекте, который мы хотим предложить вам. Смотрите, ну, когда-то вместе, когда-то вот в детстве еще слышал, вот я вспоминал то, что слышал в детстве, и есть такой этикет эрзянский, который мы забыли, потому что заменили его, может быть, на русский. Но я помню, как мне говорили там разные люди, я уже не могу забыть, кто говорил, что бабушка говорила, там, что дед говорил, что отец говорил. Но вот попробуйте переведите на русский язык. Ашик виецте прятала моды келев, лауто йонул и лякчиремте. Вот такое было. Чаматулизе сеть мякежей кортамство. Я потом чаматулизе сеть мякежей кортамство. То есть, когда ты разговариваешь с человеком, не делай грустное лицо, там, куда ты берешь, или злое какое-то лицо, чтобы не пугать человека. Ломани атандаутомга. Вот, когда стоишь, аштик видишь, ты прятала моды келев, лауто йонул и лякчиремте. Когда стой прямо, голову немного вперед, в сторону плеч голову не наклоняй. Или, интересно, это точно мне бабушка говорила, курву ты лякаутни, турвантка киля лепштя. То есть, кортансту кургу и лявте, и стоя кидати. То есть, рот не разевай, и губы не сжимай. Ну, она что-то говорила еще про куриную гуску, но это надо перевести, я не могу сейчас сказать. Потом эрзяк кетнин зепсе иля кирде, копори удалога киля кекшне. Куда тебе удалтове? То есть руки в кармане держи, за спину не прячь. Кенжет нары, то накаткаят, ногти стригита не кошка. Потом очень интересное выражение. Или алтамезиатоп автове. Или алтамезиатоп автове. Не обещайся, что ты не можешь исполнить. И еще одно интересное. Келентьпей не удало тарказа. Келентьпей не удало тарказа. У языка место языка за зубами. Вот. И в связи с этим мы хотим попросить вас, кто знает вот такие вот выражения эрзянские, мы просим написать на нашу почту, мы потом их обязательно озвучим. Если автор захочет, мы назовем его имя. Юлтажент меле полаца улистаму тердема. Зярдутон сода такуда тистят валсу малк, ванате эрзян койтне лутнеде, прянь ветямон тевтнеде. Сормат минек, мин пуценек, йолтнеснекеса, ситарго чистент, и аламон арсанере пурнам сванате эрзян этикетент. Он рузок сазин кармаю там, а он эрзяк сел там. Эрзят мень ульнес амерема чурам чултован. Она чуточ касы, чурам стангузунза те беренте есть, чуму тел. Чурам свет, то что чудикерксас лейс, чудитя лейс. Те ульнес пек пежет покш, те ульнес грех. Тие мезисоды йоутнеде, они ему кортамон прятца, аламдусом мне кьянгавс, телана, мун алтантининг, обещаю вам, алтантининг, мун раман вадрят пилекшт, я обещаю вам, я куплю хорошие наушники на следующие выходные,
и мы с вами обязательно поговорим. Чуконя нервантин кия вани зекезензе, вас Томазу Кялков. Благодарю каждого, кто посмотрел до конца. И, друзья, до встречи. Извините, кто-то еще пишет. Так, ищут родню, но конкретного. Вот Вилков фамилия. Если кто-то слышал, кто у нас есть, то напишите нам, мы попробуем написать человеку, который ищет свою родню. Итак, до свидания. Вас Томазу Кялков.